здесь титул Хакан впервые употребляется применительно к чингизидам Джучиева Улуса. Впервые, по крайней мере, из сохранившихся памятников, после кого? После Чингисхана, после времен, когда чингизиды установили трон Хакана в Великой империи, когда это был зенит всей империи, понимаете? И как раз именно вот этот портал фиксирует императорский, не просто Хакан, это значит хан над ханами, императорский титул Гиреев. И султан двух материков, Хакан двух материков, султан двух морей и материков. Очень важный момент. Это вот мое исследование тогда было, вот несколько лет назад, когда я выставку делал. Значит, двух морей, каких морей? Вот первое ощущение возникает, что Черное Азовское море рядом, да? Ничего подобного. Два моря, Сарайское море, то есть Каспийское море, и Черное море. Кара-Деңіз, Ноғайша, получается Улу-Деңіз, так же как Кара-Ноғай. Кара-Ноғай Ордасы, это значит Великая Ногайская Орда, Ах-Ноғай, Западная Ногайская Орда. Важный момент. И, соответственно, Каспийское море, да, Хазар-Деңізі, и Черное море, Кара-Деңіз, Великое море, точнее. И вот этот момент важный в титуле, это просто так никогда ничего не писали, правильно? Вот. И после этого моего исследования была конференция, и я очень рад, что вот Олег Сагайворонский так лихо подхватил, он даже целую книгу сейчас написал, «Повелители двух материков». В 1736 году весь архив безвозвратно потерян. Это все письма русских царей. Миних, русский генерал в кавычках, да, он уничтожал, там 50 тысяч русских солдат у него погибло. Вообще, мор у него был. Но он уничтожал что? Его цель была уничтожить архив, пока ханы еще не спохватились и не эвакуировали его. Они этого добились. Что они уничтожают? Они уничтожают письма русских царей крымскому хану, где они пишут, протокольная традиция этих писем заключалась в чем? В том, что они обращаются как к своему сюзерену по дипломатическому этикету. Во всем мире московского царя воспринимали как вассала хана Золотой Орды. Я повторяю, до 1700 года, 1 июля. Петр I отправляет последнюю дань и провозглашает независимость. С северными всеми государствами лексическая нагрузка шла, то есть специально лексический приоритет был за ногайским языком. То есть русский царь писал на ногайском языке крымскому хану. Крымский хан отвечал так. Но в то же время крымский хан, будучи, скажем, поэтом одновременно, писателем, неким историком мог быть, да, или там изучающим там какие-то науки, крымский хан параллельно с той государственной линией, с северными соседями, он вел, тогда это было как бы принято, литературным таким вот именно этикетом и оборотом, писали на османизированном с добавкой персидской такой традиции поэтической. Поэтому бывало так, что язык дипломатический, он был ногайский, а язык, скажем, поэтический, он был персидско-османский такой, у тех же ханов, у того же, скажем, Барага Загирея или Мухаммеда.